Здравствуйте, ребята! Сегодня мы познакомимся еще с одной частью речи. Вот послушайте. Интересная часть речи в русском языке живет. Кто что сделает, покажет. Чертит, пишет или поет, вышивает или пашет, или забивает гол. Варит, жарит, моет, чистит. Все расскажет нам глагол. Глагол – это часть речи, обозначающая действие предметов. Например, живет, сделает, покажет, моет, чистит. Глагол отвечает на вопрос «что делать?», «что сделать?». Глагол в русском языке обозначает не только реальные действия, но и разнообразные явления. Например, изменение признаков – темнеть, краснеть, желтеть. Процесс речи и мысли – думать, решать. Состояние – спать, отдыхать. Звукоподражание – мяукать, лаять. А также взаимоотношения людей – любить, обожать или ненавидеть. Известный русский языковед Пешковский говорил: глаголы – это слова, оживляющие все, к чему прикасаются. Ведь это так и есть. Если б не было глаголов, человек не смог бы выражать свои мысли, не смог бы создать ни одно предложение, поделиться информацией. В занимательной книге для детей Валентины Волиной есть стихотворение: «Что без меня предметы? Лишь названия. А я приду, все в действие придет. Летит ракета, люди строят здания, цветут сады, и хлеб в полях растет». Глагол является второй по численности большой частью речи русского языка. Рассмотрим морфологические признаки глагола. Действие, которое обозначает глагол, может происходить в разное время. Вчера, год назад, сегодня, завтра, послезавтра. Например, ребята читают книги о природе и путешествиях. Ребята что делают? Читают. Действие происходит в данный момент. Глагол употреблен в настоящем времени. У Пушкина: в тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. Снег выпал. Снег что сделал? Выпал. Зимы ждала, ждала природа. Природа что делала? Ждала. В данном четверостишии все глаголы употреблены в прошедшем времени. Весной землю согреет солнце, зацветут сады. Сады что сделают? Зацветут. Солнце что сделает? Согреет. Все глаголы употреблены в будущем времени. Время – изменяемый признак. Что делал? Читал, говорил. Что делает? Читает, говорит. Что будет делать? Будет читать, будет говорить. Категория времени характерна только для глагола. Глаголы также изменяются по числам. Они могут быть употреблены в единственном или во множественном числе. Например, любит, но любят. Пишет, но пишут. Глаголы изменяются по лицам. Я пишу, ты пишешь, он пишет. И только в прошедшем времени у глаголов можно определить род. Он шел, она шла, оно шло. И закончить сегодня занятие я хочу словами великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. «И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Подведем итоги урока.